Песня о величии гор под национальные мотивы в окружении 21 полотна с пленяющими видами горных пейзажей. Выставочный зал Музея изобразительных искусств сегодня олицетворяет национальный колорит. Ведь не зря Ингушетию называют страной гор и башен. Их многообразие и неповторимость постарались воспроизвести на своих картинах живописцы. Авторы отразили величественность этих гор. Если кто-то еще не был в горной Ингушетии, то он наверняка не знает, что он представляет собой вот этот колорит, который вобрал в себе понятие Ингушетии. В глаза бросается и информационный баннер Почты России. Мероприятие организовано Ингушским музеем ИЗО и региональным управлением почтовой связи, благодаря которым работы ингушских мастеров представлены не только на картинах, но и на открытках. Эта выставка является вторым совместным проектом музея и Ингушского управления федеральной почтовой связи. Гостям, пришедшим на открытие выставки, вновь представилась уникальная возможность бесплатно отправить своим родным и друзьям и близким эксклюзивные открытки с изображением картин мастеров, подготовленные Почтой России. Почта России популяризирует искусство и развитие культурной среды и за пределами региона. Проводит такие мероприятия по всей стране. Это также способствует сохранению эпистолярного жанра. Оставшиеся открытки мы должны отправить в 100 регионов, так как у нас очень просят по всей стране эти эксклюзивные открытки с такой красивой тематикой, магия ингушских гор. И, конечно же, они тоже хотят увидеть, насколько талантливы наши ингушские художники. Также можно оставить открытку себе на память с автографами художников, которые тоже присутствуют на мероприятии. Среди них и Батыр Картоев. На выставке «Магия ингушских гор» представлена его работа «Лялах» 2002 года. Картина приобретена для основного фонда музея в 2009 году и является одним из лучших произведений, входящим в золотой фонд музея. Моя работа непосредственно еще была написана, когда вот в селении Лялах все 3 башни были целые. Еще в то время она написана, но сегодня там осталось только 2 башни. Одна, к сожалению, разрушилась, но тем не менее в историю она осталась как 3 башни целые. На выставке представлены пейзажи с изображением горных вершин, а также сюжетно-тематические композиции на фоне ингушских гор и многовековых башен. В общем, гости не скрывают своего восторга. Подчеркивают, все работы разные, но общее в них – загадочность, уникальность и магия горного края. И как раз таки благодаря вот этим вот произведениям горы, вот эти сюжеты, наша история – все это становится достоянием вечности. Открытки я взяла, конечно, как ребенок радовалась, когда смотрела открытки. Это же такая прелесть, что вот открытки с нашими произведениями, с произведениями наших художников, они могут попасть в любую точку мира. Собираюсь сестре в Грузию отправить, сестре в Тюмень отправить, сыну в Москву отправлю. Нашли время оценить труд ингушских художников и сотрудники Росгвардии. Приглашение на выставку получили от Ингушского управления почтовой связи. Просто удивлена, если честно. Я по интернету много раз видела, смотрела работы, но вживую они выглядят совершенно по-другому. Отдельную благодарность хотелось бы выразить организаторам культурного мероприятия, благодаря которому мы сегодня смогли получить массу положительных эмоций, с пользой провести время. Один из основных поводов проведения выставки «Магия ингушских гор» – Международный день гор. Он отмечается ежегодно с 11 декабря 2003 года. Руководство музея подчеркивает, проведение совместного мероприятия с Почтой России позволит узнать о таланте ингушских художников в других регионах страны. Потому что сегодня многие люди, которые действительно мало чего знают об изобразительном искусстве Республики Ингушетия, о фондах Государственного музея изобразительных искусств, получили открытки, имели возможность отправить в любой регион России. Ну а работникам почты не до отдыха. Им предстоит отправить все оставшиеся открытки по адресатам. Их ждут в разных уголках страны. Так совсем скоро работы художников, составляющие золотой фонд Музея изобразительных искусств, попадут в руки настоящих ценителей искусства. Диана Дударова, Крамат Дасхоев, Новости 24.